построено, еще строится несколько, поэтому здесь вот зиплайн есть прокаты мотоциклов, багги, лодок. Мотоциклов? Да, здесь сейчас Прикольно. мы, может быть, посчастливится это попробовать. Вы только посмотрите, это просто... Это даже не питбайки, тут это полноценный эндуро, вообще он 300-кубовый. Вот это крутой движ. Вот это Чечня, блин. Слушай, ну тут прям точно можно забиться, кто быстрее. Тут вот уже... Это не картинг твой читерский. Здесь как бы человек независимый, сразу видно. Это на картинге тебе там добавили скоростей, лошадиных сил. Они же когда идут 300-кубовый. Я никогда не катался на эндуро, он новичок еще. Ну вот. А я катался. Ну, сейчас посмотрим. У тебя, мы уже поняли, что на 2 колесах у тебя, на 4 колесах шансов вообще нет. Ну, посмотрим, какие шансы у тебя с 2 колес. Может, минус 2 колеса. Ильяс, дайте ему, Как-то получше, пожалуйста, питбайк какой-нибудь. Кому? Ему? Рустам, да, питбайком, а мне эндуро, да, полуавтомат какой-нибудь для девочек. А представь, я тебя на нем даже если обгоню, как тебе будет? Каково тебе согласен. Может, Да вот он так и выигрывает. Нет, это ты мне подложил, да? что тут делать с тобой? В какую сторону? В эту, да? Наоборот, это он специально, он если будет проигрывать, он хотел нож достать. Самарские. Мы, Ильяс, когда приехали в Грозный, первым делом, он куда меня, знаете, повел? Какая-то там, короче, монумент славы, и там кинжал большой. И я спросил, есть кинжал? Он сказал, потом тебе расскажу. И в итоге мы достаем из сапога, у него нож. Запасной. Запасной. Я Ну, говорю, короче, Он уже предупредил вот. меня, что тут класс, сюда, класс. да. Ильяс, он нормальный, способный сам человек. Зачем он застегиваете? Если он седой, это не значит, что он... Да, ты не пытайся как-то тему увести. Я говорю, мы уже поняли, что Нож это мой был. 4 колеса это не твое, посмотрим, может с 2 колесами как-то А получится. давай забьемся с тобой, знаешь, на что? На что? Типа, кто будет более медленнее проиграет в этом соревновании, тот искупается в озере. Хорошо, ты готов? Плавки есть, да? Нет, плавок нет, но типа реально. Мы стартанем, Илья где-нибудь стартанет, короче, кто быстрее Я там до готов точки Б. На любой спорт. Реально, прям и кто-то искупается в озере. Давай. Но холодные. Не, не такая холодная. Не такая холодная, ну ладно. Так, это... Держишь рамки? Но это, блин, зато будет впечатление прикольное. Ну, я надеюсь, Рустам, конечно, проиграет.
Я в шоке, если честно. А это все Чечня. Знаешь, я был в Перу на Мачу-Пикчу, и там столько туристов, там просто автобусы, там очередь, там надо занимать заранее. И туда приезжаешь, и там, типа, знаешь, там, ну, как бы прикольно, но такое. А сюда приезжаешь, и тут, Да. если честно, даже гораздо красивее. Я всегда тоже хотел в Мачу-Пикчу, такое раскрученное место, но Вообще, сюда приехал, просто это чудо понял, света. что тоже здесь. Не, а здесь как раз мы, когда вот до этого ездили, там же какие-то тоже старые Да. захоронения, кладбища, я не знаю, там всякие поселки. А в Мачу-Пикчу то же самое, там старый Здесь какой-то очень поселок. много таких древних каких-то селений, которые сейчас где-то восстанавливаются частично. Слушай, я удивлен, тем более удивлен, что тут так развита, ну, вот мототематика. И при том, Да. знаешь, вот ходить, ну, такое, типа, а вот тут добавляют этот экстрим, и это просто вообще 10 из 10 сразу становится. То есть ты видишь красивые виды, и в то же время сам кайфуешь от того, что такое, типа, знаешь, там, хоп, на ДБ, там, не на ДБ. Слушай, а у тебя, вот все так говорят про место силы, и вот я не знаю, то есть у всех там по-разному, у кого-то там в горах, там, у кого-то там в небоскребах. У тебя есть вообще место силы где-то? Вот Ну, у меня здесь как, вот- как у горного человека действительно тоже в горах, когда я нахожусь, когда я приезжаю, я прям как будто... Знаешь, для меня это как будто все всякие бытовые вопросы, проблемы, которые у тебя есть там где-то, когда ты живешь в Москве или где-то в большом городе, они сразу здесь отпадают, и здесь у тебя в голове главные вещи какие-то остаются, и вот ты отсюда приезжаешь уже такой со светлой головой. У каждого, наверное, по-своему, но у меня вот так вот. Мы как раз с тобой попали на закат красивый. Вообще. Ну как? Мой копчик. Слушай, ну я доволен как слон вообще. Особенно... Особенно, когда такой, Ну знаешь... что, молодец. Слушай, спасибо Должен тебе. признать, что ты это неплох был. Не, спасибо тебе, что показал это, потому что реально, ну, когда мы ездили между ущельем, когда вот там слева, справа горы, это, Да, ну, типа, очень картинка была захватывающе. красивая. Даже я не был там вот на в Да? этих местах наверху, которые даже мне показалось, что это прям Не, это прям очень было. круто. Я бы сюда... Ого, Но это что? это Я к понял. окончанию нашего трипа. Блин, я бы хотел сюда подольше приехать. Это прям... Да, здесь надо прям... Я да, считаю, дня 3 здесь что, вообще прям прикольно можно. считаю, что пока здесь как стоять. раз в республике надо вот так отдыхать. Природа, Активно? экстрим, активно, да. Она для этого 100%. как раз есть все для этого прям
предрасположена. Слушай, я прям, я, знаешь, ехал и думал, у меня есть друзья, кто катается на эндуриках, и думают, так, надо вот этого позвать с девушкой, там, самому еще найти девушку, вместе тоже поехать, короче. И вот так, типа, Ну, прикольно. хотя бы парочка. парня с девушкой позови, у тебя-то шансов не так много по кого-то найти. Слушай, про поводу шансов, ну что у нас? Ну, ты Ну, честно хочешь сказать, кто проиграл? Ну, я могу сказать, что ты был неплох. Но, как всегда, нет, я, в принципе, я готов признать, что ты был лучше в этом аспекте. Готов даже поплавать, если надо. Ну, я тебя поддержу, если честно. Мне кажется, побыть здесь и не искупаться, ну, я рад, что ты принял хоть раз факт, что типа, ты в чем-то проиграл, то, блин. Погнали, блин, она такая теплая, я вот рукой потрогал, и это... Мне кажется, мы это прикольно зачекиниться тут. Подумаем об этом чуть после чая. Ты просто чай нас разморит, ты сольешься, и все, мы точно не искупаемся. Не вытекнем. Давайте мы сначала... Вот Ильяс для нас чай приготовил специально. Ильяс. Так, сейчас будет соленая колбаса жареная. О, Так, ну, что-то- настоящее, вот национальное блюдо, приготовленное на природе, видишь? Кайф. А типа как гарнир к нему или вообще без гарнира? Нет. Прям Гарнир сразу к нему мясо? арбуз. О, настоящий чай. Мне чуть-чуть кипяток можно сюда просто, чтобы размыть. Ильяс, расскажи вот нашему гостю, Дима приехал первый раз в республику, насколько здесь популярен туризм? Расскажу Я, если честно, боялся ехать. чисто в эндуро, вот мототема, мототуризм. Мгм. Каждым годом прибавляется, рекламирует это место, и в этом году, сейчас не соврать, где-то за 200 человек сюда чисто приехало, и за неделю тут У тусовались. тебя катались они? Да, не сразу 200 человек группами. Мгм. В один день, одну неделю я за 40 человек катаю, другой день за 40 человек катаю. Ну, неделю, где-то месяц, за 200 человек спокойно приезжают. И размещаю, отдыхают люди. Вот они говорят, это эндуро-рай. Такого туризма, Мгм. такой Да. локации нету. Чтоб Есть, ну, сразу из отеля вышел и сразу с пошел. отеля вышел и сразу хард катать. И для туроператоров, для тренинг тура вышел, тренировался и катался где-то за 40 километров, кругаля делать. А кто хард катает, это профессиональные эндуристы, Да. вот, спортсмены. Для них это вообще рай. Вот ко мне приехала со всей России мастера спорта, с Белоруссии, Артем Кунцевич приезжал. Вот он, вот с этого места он никогда не уезжал даже. Чисто он тренировался тут, он был в шоке от этого места. Я тебе говорил, что Ильяс — это легенда республики, вот с точки зрения экстрима, спорта и всех этих дел. Он действительно человек, который начал в республике это первый развивать, и он уже, ты же сам мне про него сказал, да, он я за вас пределами верю. республики далеко известен. Так что приезжайте, это мы точно тут, надо будет. Приезжай. как я говорю, 34/7 мы тут. Можешь в любое время звонить, позвонить, приехать. Слушай, мне очень нравится твоя, ну, доброта и гостеприимство. Поэтому, блин, реально, знаешь, вот об этом хочется рассказать друзьям, поэтому я думаю, что у тебя скоро, как минимум, вот у меня товарищ, кто увлекается эндуро, они приедут, да? Вот, и я с ними, думаю. Поэтому Жду спасибо. вас, не проблема. Чин-чин, арбузами. Это город Шали, главной достопримечательностью которого является вот как раз мечеть города Шали, называется «Гордость мусульман». Ислам, он признает и верит во всех пророков Всевышнего. Селение Хой буквально переводится это слово как «стражник».